праздничный вечер каждый житель Нерюнгринского района и его гости смогли погрузиться в удивительный мир искусства. К большой акции Нерюнгринский музей подключился уже в 5-й раз. Сегодня мы решили показать через русскую культуру русские народные танцы, игры, мастер-классы, посвященные русской культуре. У нас принимает участие русская община Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов Якутии, а также казаки принимают активное участие. В музее гостей ждали самые разнообразные локации. Продолжила свою работу впечатлившая нерюнгринцев выставка советских агитационных плакатов военного времени «Путь к победе», оживающих через приложение. Здесь же можно было угоститься выпечкой в русском трактире. В лекционном зале музея проходил увлекательный квест «Путешествие из прошлого в настоящее». Вот не шляпа, а с полями, не цветок, а с корешком. Разговаривать с нами терпеливым языком. Тетрадь? Тетрадь? Ну, напишем, что здесь тетрадь. На 2-м этаже музея работала фотозона, проводились народные игры, кулачки, бирюльки, шарады и головоломки. На 3-м этаже проходили турнир по русскому лото, мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки из тканей и мастер-класс по росписи пасхальных яиц. В зале «Животный и растительный мир» ребята из военно-исторического клуба «Волчий кряж» предлагали сыграть в скандинавские и древнерусские игры. Я везде побывала уже. В лото мы играли, загадки разгадывали. Еще я на инструменте каком-то поиграла. В лото понравилось играть. Прикольно. Первый раз здесь. Вообще приехали здесь с детьми на соревнования. Привели их в музей посмотреть. Были только на квесте. И вот сейчас пока здесь вот ходим по экспозициям, смотрим, все в порядке, все нравится. Да, интересно мероприятие. Спасибо. И мне тут все интересно, и в музей я хожу не так часто. Мне больше понравилась игра «Мельница», там такие правила интересные. И я побывал, на 1 до 3 этажа. В Международный день музеев каждый желающий смог погрузиться в русскую культуру, увидеть богатое наследие предков и широту русской души. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.